В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по футболу узнала своих соперников по групповому этапу Лиги наций сезона 2020-2021. По итогам жеребьевки, которая прошла этой ночью в Амстердаме, россияне попали в группу 3 дивизиона Б, где сыграют с командами Сербии, Турции и Венгрии. Матчи предварительной стадии турнира пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Отмечу, что на этом турнире будут разыграны две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. В первой игре группового этапа подопечные Станислава Черчесова встретится с сербскими футболистами. Встреча пройдет 3 сентября. Челси обыграл Ливерпуль в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Стэмфорд-Бридж и завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Виллиан и Росс Баркли. Ливерпуль потерпел второе поражение к ряду. Ранее команда в рамках 28-го тура чемпионата Англии со счетом 3-0 проиграла Уотфорду, тем самым прервав беспроигрышную серию в лиге, которая составила 44 встречи. Челси и Ливерпуль встретились в Кубке Англии 11-й раз. Теперь в активе лондонцев 7 побед против 4 у мерсисайдцев. Теперь соперник Челси по четвертьфиналу турнира станет известен позднее по итогам жеребьевки. Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Дэвин Букер признан самым ценным игроком февраля единой лиги ВТБ. Американский баскетболист в минувшем месяце одержал 3 победы в 3 встречах. В среднем он набирал 23,7 очка, совершал 6,7 подбора и 1,3 передач. Средний показатель эффективности 29-летнего центр-форварда в феврале составил 25,7 балла. Его «Химки» возглавляют таблицу лиги, одержав 17 побед в 18 матчах. Победная серия подмосковного клуба в данный момент составляет 6 игр. В следующем туре «Химки» на своей площадке сыграют с саратовским «Автодором». Встреча пройдет 9 марта. Заброшенная шайба Владислава Наместникова помогла Колорадо выиграть у Детройта в выездной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе победителей помимо российского нападающего взятие ворот провел Логан О'Коннор. Единственную шайбу хозяев льда забросил Энтони Манта. Для Наместникова эта шайба стала первой после перехода в Колорадо из Оттавы в конце февраля. Теперь на его счету 1 гол и 1 ассист в 4 матчах в новой команде. Колорадо занимает второе место в таблице центрального дивизиона, набрав 87 очков. Детройт идет на последней позиции, имея в активе 35 пунктов. Санкт-Петербургский СКА на своем льду со счетом 4-3 одержал победу над подольским «Витязем» во втором матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. У хозяев льда отличились Сергей Плотников, Евгений Кетов, Василий Подколзин и Йонас Кемпайнен. У проигравших дубль оформил Квинтон Хауден, еще одну шайбу забросил Алексей Макеев. В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой 2 встречи, в которых одержали по 1 победе. Счет серии до 4 побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 5 марта в Подольске. Тренерский штаб мужской сборной России по боксу объявил состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио. В европейской квалификации Россию представят следующие спортсмены. В весовой категории до 52 килограммов выступит Расул Салиев. В весе до 57 Альберт Батыргазиев. В категории до 63 сразится Габил Мамедов. Андрей Замковой поборется за путевку в весе до 69 килограммов. В весе до 75 выступит Глеб Бакши. А среди спортсменов весовой категории до 81 килограмма на ринг выйдет Имам Хатаев. В весе до 91 килограмма Россию представит Муслим Гаджимагомедов. В самой тяжелой весовой категории выступит Иван Верясов. Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 23 марта. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.